Недалеко от маленького городка Ракки, что в уезде Ляйна-Вирума, у дороги, ведущей в местечко Койру, есть полянка. Стоит на полянке гранитный камень, и на том камне скромная табличка с надписью: «Здесь находился дом, где в 1798 году родился Фридрих Роберт Фельман». Украшение полянки – несколько высоких лиственниц и куст черемухи. И совсем недалеко бежит, журчит речка Ау. Да, именно здесь стоял дом, где появился на свет Фридрих Роберт Фельман, второй сын в семье управляющего мызой Ау, бывшего крепостного крестьянина. Фридриху Роберту было 7 лет, когда умерла его мать, и воспитывался он в семье владельца мызы барона фон Пайкуля. Говорят, немало удивлял хозяина этот крестьянский мальчик. Уж очень смышлен был, в сельской школе лучшим учеником стал. А когда подрос, отправил его фон Пайкуль в Раквере, в уездное училище. 4 года провел Фельман в этом городке, ходил по этим улицам, играл со сверстниками у руин старинного замка. Между прочим, в этом же Ракверском уездном училище, только позже, учился еще один мальчик из бедной эстонской семьи – Фридрих Рейнхольд Крейцвальд. Пройдут годы, и 2 крестьянских сына встретятся, и в историю они войдут на равных. Фельман и Фридрих Роберт Крейцвальд, оба они врачи, они были, значит, первыми эстонскими интеллектуалами. Можно сказать, что история эстонской интеллигенции начинается из Фридриха Роберта Фельмана и Фридриха Рейнхольда Крейцвальда. Но вот закончено уездное училище. И уже ясно, что этот талантливый эстонский юноша с немецкой фамилией непременно должен продолжать учебу. Фельман едет в Тарту, заканчивает гимназию и поступает в Тартуский университет на медицинский факультет. Чем объяснить этот выбор? Да, может быть, тем, что профессия врача могла прокормить его в будущем. Именно поэтому бедные люди в то время обычно выбирали либо медицинский факультет, либо теологический. В университете учли то, что студент Фельман беден, и освободили от платы за лекции. И все же то время было для него очень трудным. Но учился он, как всегда, блестяще и успевал слушать лекции не только на своем факультете. Его интересовали философия и филология, и эстонский язык, и фольклор. История культуры Эстонии XIX века, она начинается с людей, которые были связаны с университетом тоже. Хотя в Эстонии университет, или на территории Эстонии университет в Тарту уже 17 века, 1632 года, все-таки эстонцев, которые учились, но не только учились, а уже и преподавали в Тартуском университете, нам найти тяжело. Фридрих Роберт Фельман был в числе первых эстонцев, получивших высшее медицинское образование. Через 2 года после окончания университета он блестяще защитил докторскую диссертацию. К тому же говорят на таком красивом латинском языке, которого тоже давно не слышали в университете. И декан медицинского факультета, профессор Эрдман, предложил доктору медицинских наук Фельману профессуру, но тот отказался. Он любил больше врачевать и заниматься писанием стихов и рассказов. Он был довольно знаменитый врач в городе, народ его любил, и он и помещиками был в дружбе, а бедных лечил бесплатно, как пишется в книжках, в мемуарах.
Но спустя 16 лет, после ухода профессора Эрдмана на пенсию, он все же пришел на кафедру фармакологии и 2,5 года читал лекции по лекарствоведению. Конечно, немецкая профессура, тогда же университет была под немецким влиянием, потому что профессура была в основном работала на немецком языке, и писали диссертации на латыни, но профессора были и местные немцы, и приезжие из Германии. Они Фельдмана не очень любили, потому что Фельдман был, он всегда считал себя эстонцем и писал о немцах так, как он думал. И среди этой профессуры, конечно, были враги. И через 2,5 года его дальше не утвердили. Конечно, причиной называли, что у него нет специальных работ. Конечно, Фельдман был обижен, но работы ему и без этого хватало. Он ведь еще читал в университете лекции по эстонскому языку и продолжал лечить людей. И во время эпидемий дизентерии, тифа, холеры работал с раннего утра до поздней ночи и успевал за день посетить более 100 больных. И, кроме всего прочего, Фельдман активно работал в созданном по его инициативе при Тартусском университете эстонском ученом обществе. Члены общества изучали историю эстонского народа, эстонский язык и фольклор, публиковали статьи на эти темы. Они поставили перед собой задачу дать эстонскому народу историю и эпос. Эта группа эстофилов, прибалтийских немцев, они нуждались в коренных тоже, представителях коренных национальностей, и особенно, чтобы изучать язык, сказания, сказки, песни и так далее. Они всегда были не совсем уверены, хотя они были уже веками уже местные, но нужен был человек, который исходит вот корнями из этого народа. И вот Фельдман становится одним из таких. И он является фактически одним из отцов идеи написания эстонского эпоса. Кстати, Фельдман был лично знаком с составителем финского эпоса Калевала Элиасом Лёнротом. Путешествуя по Эстонии, финский ученый-фольклорист почти месяц прожил в Тартусском доме Фельдмана. Мысль о создании аналогичного эстонского эпоса не оставляла Фельдмана, и на одном из собраний эстонского ученого общества, а было это в 1839 году, Фельдман выступил с докладом о Калеве Поэге. Он утверждал, что легенды о могучем великане могут стать основой эстонского национального эпоса. Шли годы. Фельдман по-прежнему работал врачом и по-прежнему много времени отдавал сбору и изучению эстонского фольклора и написал 8 авторских мифологических сказаний. Это была еще одна его цель – создать мифологию своего народа. Он считал, что и эстонцы должны иметь свою, значит, свой пантеон, как у греков был, пантеон разных богов. Эстонскими мифами, которые он опубликовал на немецком языке, которые довольно-таки заметными стали в Европе и которые среди европейской интеллигенции обратили внимание на этот эстонский народ, который по рассказам этих баронов-помещиков как будто такой тупой, неразвитый и так далее, но который имеет такие прекрасные, красивые песни и мифы. Эстонские сказания Фельдмана опирались на древнегреческую и финскую мифологию. Персонажи – плод вымысла писателя, но впоследствии они стали восприниматься как герои эстонской мифологии. Самое известное сказание – «Рассвет и вечерняя заря». Несколько сказаний посвящено богу песни Ванемуйне. Сказания Фридриха Роберта Фельдмана вызвали интерес к эстонскому фольклору во многих странах мира. Они оказали большое влияние на развитие эстонской культуры.
Они вдохновили эстонских скульпторов Вейценберга и Адамсона на создание знаменитых скульптур. И вот оттуда появляются те персонажи, те характеры, те мифологические характеры, которые мы уже встречаем в эпосе «Калеви поэт». Очень интересный факт, что такие мифологические герои, как Ванемуйне, как сам, значит, Калеви поэт, и там разные другие персонажи, то есть они встречаются уже в этой мифологии Фельдмана. Вот так Фридрих Роберт Фельдман создал канву эстонского эпоса, а вышивать по ней будет уже другой человек. В 1850 году знаменитый тартусский доктор умер. Он умер от туберкулеза. Он был очень талантливый человек. Это все признают. И кто его любили, кто не любили. Вот так что, как бы вот такие талантливые люди, выходцы из первого поколения, они очень часто себя убивают трудом. Это был дух тогдашнего времени. Вот помните, у Шиллера Дон Карлос, там есть такие строки, которые юноши того времени очень часто повторяли. 20 лет и еще ничего не сделано во благо человечества. Фельдман, он как бы горел. Он все делал быстро, его жизнь тоже кончилась быстро. Он как бы знал или торопился. Роль Фельдмана все-таки так и остается в истории, что он основатель, значит, эпоса «Калеви поэт», потому что труд, он начал писать эпоса, он начал писать эпоса в прозе. Калеви поэт, эпоса в прозе, но продолжал его, значит, работу уже Крейцвальд, которому он, значит, передал прямо эту миссию, значит, дать народу, эстонскому народу эпос, через которого они, значит, будут узнать, что они старый народ и богатой культурой и так далее. Так что в этом роль Фридриха Роберта Фельдмана. Фридрих Роберт Фельдман прожил 51 год. Похоронили его в Тарту на кладбище Яни. На могильном камне его любимое изречение: «Наша жизнь коротка, но наши идеалы вечны».